день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в стенах Национальной библиотеки Республики Коми на презентации цифрового архива фронтовых писем врача Ивана Ивановича Чебанова. Слова приветствия. Для слов приветствия приглашаем заместителя директора по информационной работе Садасову Наталью Леонидовну. Просим. Здравствуйте, уважаемые гости. Очень приятно вас здесь всех видеть. Сегодня мы подводим некий промежуточный итог работы нашей по проекту. По проекту «Здравствуй, родная моя». Это цифровые копии писем фронтового врача Ивана Чебанова, который в течение 6 лет писал, пока находился в армии и на фронтах Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что со дня окончания этой войны минуло уже 77 лет, интерес к этой теме, он не только не ослабевает, но в наше время он наиболее остро и актуален как никогда. Поэтому в том потоке информации, огромном, самой разной информации, которая поступает к нам через интернет, очень важно предоставлять что-то действительно настоящее, достоверное, и библиотеки вообще, и наша библиотека в частности, по мере своих сил старается это делать. Вот один из этих проектов, который мы реализуем, сегодня мы его представляем. И то, что получат наши читатели на сайте, да, вот эти письма, это самая достоверная информация, которую вообще такое можно себе изобразить. Это то, что человек увидел своими глазами, пропустил через свою душу, свое сердце, то, что он пережил сам, от непосредственного участника боевых событий. Очень отрадно, что к работе над этим проектом подключилось большое количество волонтеров, молодых людей. У нас многие студенты, ученики участвовали в этом проекте, они помогали расшифровывать письма и продолжают это делать на сегодняшний день. Ну и раз молодежь интересуется историей нашей Родины, то, конечно, это вселяет большую надежду, оптимизм, что мы выращиваем патриотов нашей страны и что у нее есть будущее. Письма будут размещены, они размещены на сайте «Великой Победе посвящается», библиотека памяти. Так уж вышло, что я имела непосредственное отношение к созданию этого сайта. В 2015 году, к юбилею Победы мы его делали. И первоначальная идея создания сайта, вообще первоначальная идея заключалась в том, что мы на большом сайте библиотеки, на общем сайте сделаем маленькое окошечко где-то в уголочке, где будут пролистываться фотографии участников боев, призванных из нашей республики. Но когда мы стали собирать материал, стало очевидно, что просто окошечко на сайте недостаточно, что нужно делать отдельный сайт. Мы его создали, и сайт представлял собой фотоальбом такой в электронном виде, в интернете, фотографии, под каждой фотографией подпись. По мере существования этого сайта оказалось, что и такого формата тоже недостаточно. Тема войны настолько необъятна, и материалов настолько много, что пришлось добавить на сайт еще и текстовые материалы, расшифровки писем, расшифровки статей газетных, которые там находятся. Сейчас сайт можно не только посмотреть, но и почитать. И сейчас, опять же, уже можно сказать, что на этом мы точно не остановимся. У сайта будущее, мы будем его развивать. Уже сейчас можно определить несколько направлений, по которым он будет развиваться. И вот первый шаг, который мы делаем, мы сегодня вам представляем. треугольники птицы, оригами войны. Горьких судеб страницы и страшны, и нежны. Далеки расстояния от фронтов до тылов. Письма, связь расставаний через магию слов. Как их ждали, письма с фронта. В них есть все: короткие рассказы о боях, стихи, фотографии.
слова любви к своим близким и мечты о послевоенном счастье. Для миллионов наших соотечественников весточки с фронта становились ответом на самый важный и сокровенный вопрос – жили ли? События, самые кровопролитные в истории человечества войны, описаны в мемуарах, в исторических трудах, отражены во множестве документов. Но именно письма с фронта хранят память тех военных лет, тех военных дней. Они трогают наши сердца скорбью по погибшим, еще раз заставляют вспомнить о военном лихолетии, заставляют переживать и задумываться об итогах и уроках былой войны. Во многих семьях бережно, как реликвии, хранят письма дедов и прадедов. И особое счастье, когда сохранен целый архив таких весточек с фронта. В 2021 году при участии историка Игоря Сажина в Национальную библиотеку Республики Коми поступил цифровой архив из 254 документов фронтового врача Ивана Чебанова, который до войны работал в больницах села Визинка Сысоевского района, а также в республиканской больнице в городе Сыктывкаре. Это письма, телеграммы, записки, открытки, которые он присылал своей жене Ольге Степановне с декабря 1941 по июнь 1946 года. Познакомившись с цифровым архивом, мы решили, что необходимо рассказать об этих фронтовых весточках как можно большему количеству людей. И подготовили заявку на грантовый конкурс Росмолодежи по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию. Проект «Здравствуй, родная моя» цифровой архив писем фронтового врача Ивана Чебанова получил поддержку экспертной комиссии. И с февраля 2022 года мы начали работу по подготовке и размещению оцифрованных писем на сайте «Библиотека памяти» Великой Победе посвящается. На этом сайте с 2015 года Национальная библиотека Республики Коми совместно с муниципальными библиотеками и жителями республики формирует электронную коллекцию фотографий и документов об участниках войны. Это прежде всего фотографии фронтовиков и небольшие биографические справки о них. Раздел «Солдаты славы не искали» — это свидетельство того, что в семье помнят своих героев. Небольшие публикации из газет, выходивших в Коми в годы войны, это запечатленная история героических будней воинов на фронте. Зачастую это единственная информация об этом человеке. Представлены на сайте и документальные свидетельства боевого пути. Это копии наградных документов, благодарности командования, похорон и, конечно же, письма с фронта. Получив такое богатство, целый архив, мы подумали, что важно не просто разместить копии писем, но и дать возможность всем заинтересованным прочесть их. Почерк врача не всегда разборчив, да и время, обстоятельства, при которых писал письма Иван Иванович, своей семье оставили свой отпечаток на исторических документах. Помятости, потертости, затеки. Десятки волонтеров со всей страны взялись за расшифровку писем. Нам помогали добровольцы из Москвы, Ростова-на-Дону, Сызрани, сел Ставропольского края и Саратовской области, ну и, конечно же, Республики Коми. Сегодня двое из них, Елена Румянцева и Евгения Цветкова, у нас в гостях. Они расскажут о том, как шла работа по расшифровке писем, насколько это кропотливый, но увлекательный процесс. Прошу. Елена, Евгения. В соцсетях о том, что требуется волонтеры для писем с фронта, мне прислала сестра с комментарием. Может, дочь заинтересуется. Дочь у меня студентка. Ну, у дочери свои работы много как у студента, и также ее напугал почерк. Я решила попробовать сама. Так как я работаю с обращениями, почерком меня не напугать. Увлеклась этой работой. Расшифровала 6 писем и 1 почтовую карточку. Это вышло где-то на 10,5 листов формата А4. Хочется сказать огромное спасибо Национальной библиотеке за предоставленную возможность погрузиться вживую, в реальном времени, в те времена, прочувствовать их проблемы. Побольше таких проектов. Спасибо.
Я для начала хотела бы отметить, что почему, да, я вообще решила принять участие в этом проекте, почему я считаю, что такие проекты, они гораздо действеннее, да, там, как уже сказали, воспитание молодежи. Дело в том, что в силу общественных законов, развития общества, чем у человека и истории очень интересные взаимоотношения, потому что чем дальше мы от каких-то исторических событий, тем блекнут эмоции, краски, оценки, остаются только просто исторические факты, то есть это даты и события, да, это все, что в средней статистике человек может вспомнить, в том числе о Великой Отечественной войне. И каждый раз, каждый год мы все дружно задаемся вопросом, как же нам приучать молодое поколение, рассказывать им об этом. Так вот, я думаю, что как раз такие проекты, которые позволяют напрямую давать слово участникам, свидетелям тех событий, они как раз и самые действенные инструменты, потому что каждый из нас, прочитав эти материалы, может поставить себя на место этих людей, сделать свои оценки, были они героями, глупцами, и, в общем, сделать все то для себя, да, для себя решить какие-то такие вещи. Я, как мне кажется, расшифровала не очень много писем, но даже среди них можно сделать очень такую небольшую выборку по самым разным направлениям, и по содержаниям, и по форме. Там можно, мне кажется, точно тренировочные статьи на эту тему написать. И здесь, если мы не будем знать контекста, что это было написано в 1942 году, например, или что вот он пишет «Мы живем по-страшному, кругом кровь», значит, где-то слышны автоматные очереди, да, вот это прям цитата из его писем, то можно подумать, что это как будто бы мы с вами сейчас пишем в мессенджере кому-то из своих близких, потому что в письмах он рассказывает о том, как они, значит, не смогли поменять на базаре вещи на продовольствие, вот такие вот они барахольщики неудачные, да, там со своим другом. Пишет про свадьбы своих медсестер, вот сетует, что одна никак не может, в общем-то, выйти замуж, хотя вот там все женятся и даже разъезжаются по разным полкам. В письмах у меня были даже ссоры между мужем и женой, то есть ты совсем... Нужно сказать, что я знаю их исключительно как Ванек и Ольг, никак по-другому. Вот ты, Ольга, совсем разленилась, ты мне даже писем не пишешь, а мне было бы там фразу-весточку от тебя получить очень приятно. Или он пару раз вот, в моих письмах отправлял ей фотографию, все следует, вот такой вот фотоматериал, неизвестно, каким я получился, ладно, рожа, главное, на меня похожа, вот будет тебе что, в общем-то, на что смотреть и что вспоминать. Но фактически можно представить, что мы все заботимся о том, как мы получились на фотографиях и так далее. То есть это нас роднит, несмотря на то, что прошло уже 80, да, 77 лет с момента победы, с момента написания писем 80 лет прошло. Тут на страницах даже можно найти разницу между мужской и женской психологией. Она ему в каком-то письме, вероятно, написала про какие-то здесь перипетии местные с женщинами, там ссоры, значит, а он ей пишет раздраженно, мол, не пиши мне об этом, то есть она вроде пожаловалась, да, и все, как бы, разрядилась. А он ей пишет, не пиши мне об этом, потому что как мужчина он сразу хочет ей помочь. А я тебе здесь, здесь у нас война, здесь фронт, здесь убивают, а я тебе ничем помочь не могу, поэтому не пиши с таким вот прям вызовом, да, ей об этом сообщай. И вообще все личное было достаточно тяжело расшифровывать, потому что ты не знаешь контекста. Вот у них что-то происходило, но ты об этом не знаешь. У них есть какие-то общие знакомые, это фамилии, это названия каких-то городов и так далее. Вот с этим как бы была сложность. Сложность была еще в том, что каждый из нас обладает индивидуальным почерком. И это не в смысле почерк врача, надо отметить, что его почерк понятнее, чем почерк современных врачей, и его было достаточно легко расшифровывать. Но, допустим, его обуревают эмоции. Все, почерк поехал, там буквы поплыли. Надо учесть, что он учился, получается, где-то в начале века прошлого. Это особое написание букв, это особые связки между ними, там заглавные буквы будут не такие, как у нас. В общем, все, что вот сейчас в прописях пишут первоклассники, это все было там по-другому. Легче было расшифровывать то, что написано карандашом, чем пером, да, тушью. Может быть, перо было не совсем качественным, понятно, что, наверное, не он один им пользовался. Но легко получилось почему-то расшифровывать все, что связано с его работой. Вероятно, он как медик, которому точно нужно зафиксировать, что конкретно
с каждым больным, в каждом своем письме, вот где у меня это встречалось, совершенно прагматично, четко, без лишних эмоций это описывает. Описывает двух раненых, у которых совершенно какие-то чудовищные поражения брюшной полости, ну, плюс там сопутствующие вещи, то есть каждый врач скажет, что это самое тяжелое ранение. И он удивляется, я это назвала про себя фронтовым чудом, что таких случаев очень много, и все они идут на выздоровление. Казалось бы, вот в тех условиях, когда вот он пишет, что в среднем операция длится час-полтора, не больше, при там, достаточно средней дозе эфира, да, на наркоз, любой хирург скажет, что это практически невозможно. Ампутация длилась от 6 до 10 минут. То есть мы, наверное, даже дрова на печку рубим дольше, чем эти 6-10 минут, а это жизнь, здоровье солдата. Но вот такой поток у них был, в таких условиях, соответственно, они работали. И еще один интересный момент был в моей работе. Я даже прервала свою работу ровно на сутки, на день, потому как только я столкнулась с этим в письмах. Это была личная, я бы даже сказала, интимная информация, которая была предназначена только для конкретных пары глаз. И когда только я вот с этим столкнулась, и вот это было ровно так, я просто встала из-за стола и отложила, понимая, что мне нужно принять решение, могу я дальше читать это в личной переписке, или я дальше не смогу этого сделать. Но я вернулась к работе там, по ряду каких-то причин, она должна быть выполнена. И потом это ведь тоже то, что может роднить нас. Да? То есть это не бронзовые люди, это не гранитные люди, это были люди с плотью и кровью, такие же, как и мы. Просто они действовали в таких условиях. Это вот если говорить об интересе. Ну и, конечно, я хочу поблагодарить всех организаторов, кураторов, которые нам, волонтерам, не только нам с Еленой, позволили поучаствовать в этом проекте. И действительно, как здесь было сказано, письма, очерки, рассказы, воспоминания, дневники, даже художественная литература, написанные участниками, свидетелями тех событий, это действительно такие свидетельства, когда ты их читаешь, ты понимаешь, что фраза «чтобы это не повторилось», да, чтобы война, как мы ее не называли, не повторялась, это то, ради чего нам стоит жить и продолжать что-то делать. И это нужно помнить. Спасибо всем. Спасибо, Евгения, спасибо, Елена. Да, действительно, мы выражаем искреннюю благодарность всем волонтерам, которые так или иначе поучаствовали в этом проекте и помогли нам расшифровать письма, озвучить их. И это была действительно очень сложная и интересная работа. И я думаю, что благодаря их усердной работе это можно использовать действительно в какой-то научных статьях, научных работах в дальнейшем. Именно благодаря волонтерам мы сегодня можем услышать некоторые из этих писем. 18 декабря 1941 года. Оля, пожалуйста, как-либо сообщи насчет шерстяных перчаток и телогрейки. Хотя бы ватные. Закажи в мастерской, это вроде жилетки. Меховой, конечно, не стоит, но хотя бы ватные. И постарайся пересвадить 30 декабря. Возможно, самолеты будут в Котосе, узнаешь дезерит, и заодно перешли в военно-полевую хирургию. Жалко, что не взял. Она мне сейчас нужна. Что касается сахара или конфет, то не вздумай посылать свой последний паёк. Вы будете без сахара, и я тоже особенно не живу. До конца войны придется кое-как тянуть, в смысле чаепитий и еды. Возможно, и лучше будет нам, когда вернемся в часть, в смысле всяких питаний. Пока еще жить можно. Сушки домашние почти все целы, сало и мясо также, масла еще много, сыр и колбасу сегодня доел, булки завтра докончу. Хлеб черный еще домашний есть, какао еще дня на 2 хватит. Сегодня в военторге получил 100 грамм масла и 1 пачку папирос, но это, говорят, бывает редко. Ну хорошо, словом говоря, ничего особенно не страшно, главное не трусить и продолжать работу. Как переменится моя квартира, напишу. А пока папа целует маму с дочками и желает им не скучать и быть всегда здоровым. Так писал в декабре 1941 года своей жене в Сыктывкар
Военврач 134-го отдельного медико-санитарного батальона легендарной 28-й Невельской краснознаменной стрелковой дивизии Иван Иванович Чебанов. Стрелковая дивизия сформировалась с декабря 1941 по март 1942 года в Кодросе. Большинство бойцов и командиров прибыли в дивизию из Архангельской, Вологодской областей и Коми АССР. Более 1/3 воинов дивизии были коми по национальности. 24 апреля 1942 года дивизия прибыла на Калининский фронт и вошла в состав 3-й ударной армии. В августе 1942 года полки дивизии приняли свое боевое крещение на ближних поступах к городу Великие Луги. В октябре 1943 года началась большая Невельская операция, целью которой было овладение городом и крупным транспортным узлом Невелем. Вот что вспоминает медицинская сестра операционного отделения медсанбата Лидия Степановна Шустикова. Помню, как тяжело брали мы Невель. Палатки нашего 134-го отдельного медико-санитарного батальона стояли в лесу, за городом. Мы не успевали принимать раненых. Столько было пролито крови за этот город. 7 октября 1943 года город был освобожден. За проведение данной операции дивизии и было присвоено звание Невельской. За годы войны дивизия прошла большой и трудный славный путь от Архангельска до столицы Румынии Бухареста. За годы Великой Отечественной войны по дивизии награждены орденами 3981 человек, медалями 6510 офицеров, сержантов и рядовых. В их числе были врачи, медсестры, фельдшеры, санитары 134-го медико-санитарного батальона, который почти полностью был укомплектован специалистами из Коми АССР. Одним из них был командир операционно-перевязочного взвода Иван Иванович Чебанов. Боевой путь Ивана Ивановича был долг. 5 лет и 6 месяцев военврач 2-го ранга, майор медицинской службы, не видел свою семью. И все это время он писал родным письма. Письма разные, оптимистичные и не очень, подбадривающие и заинтересованные, с рассказами о своих товарищах и вопросами о жизни семьи. Война – это ведь не только бои и гибель, это и встречи с земляками, разговоры с ними всю ночь напролет, история о фронтовых фотографах, которые старались запечатлеть бойцов в удачном ракурсе. Вот в этих, казалось бы, малозначительных, не военных, не обстрелянных словах в них и есть весь смысл каждодневной фронтовой жизни, зафиксированный в письмах Ивана Чебанова. Письмо от 29 июня 1943 года. 1 час 28 минут. Милый Оля, позавчера только что послал тебе с дочками письмо, а вчера принесли художественные фото моей морды, и я их все же вышлю. Фотография вроде моей, но ничего, другой нет. Фотограф старался изо всех сил, применяя свое мастерство. Даже день, время дня выбирали, а место выбирали около часа. Мне уже надоело ходить от пня к пню и от забора к забору, то много слишком света, то темно. В моей обычной повседневной одежде и форме. Ты видишь, ведь я не люблю искусничать, ты знаешь. Что потемнее, я старался сфотографировать часы на левой руке, но, как видишь, ничего не получилось. Вторая с конем чужим, на котором я никогда не ездил и вообще верхом не ездил. Да, это и заметно. Даже по ходе не догадался отвязать от кола. Это было высокое желание моего фотографа, чтобы сняться с конем. Я этого желания не имел. Да и во весь рост-то не вышел у него. Но ничего, большего требовать нельзя. Мы договорились еще сфотографироваться, когда уже буду со всеми сумками. Противогазом, полевой сумкой, что почти всегда на себе. Только смочив одежду, то кладешь или вешаешь их рядом. Фуражка тебе уже это знакома. Я в такой же самый приехал. Правда, это поновее. Шерстяная гимнастерка, диагоналевые темно-синие брюки-галифе, сапоги не вышли, погоны также, звездочек не видно. Фотограф говорит, в следующий раз он меня сфотографирует с крыши. Тогда, возможно, погоны видны будут. Пистолет тоже не видно. Он больше находится сзади на поясе. Так удобнее носить. Клапаны карманов оттопырены, не разглажены. Но это переполнение бутылочками разными и прочей дрянью. Глаза совсем не видны. Я был почти зажмурившись, потому что стоял перед солнцем, и невозможно было смотреть. Как бы ни было, а немного похож на себя. Как видишь, трезвый и юный. Оля, я больше на фото похож на ординарца, какого-либо выхоленного офицера, чем сам на старшего офицера, правда? Зато хирург. Целуй за меня дочь.
Поздравляю еще тебя, Олег, с днем рождения и крепко-крепко вас целую в этот день больше, чем в обычные дни. Желаю хорошо жить и быть здоровой, а также готовиться к следующему письму. Олечек, любимый мой, до свидания, до завтра. Завтра еще напишу. Целую и целую. Скучаю и жду встречи с Сильвией. Твой Ванек. Привет, бабушке. Чернил не оказалось. Как-нибудь разберешь. 1943 год. На Калининском фронте проходит сразу несколько крупных военных операций. Идут тяжелые бои. Количество раненых увеличивается порой столь стремительно, что медсанбаты приходится разворачивать буквально за 2-3 часа. Вот что Иван Чебанов пишет в редкие минуты затишья. Письмо от 12 ноября 1943 года. 23 часа 55 минут. Ночь. Абсолютная тишина в избе. То есть в операционной, куда мы только что приехали. Мне уже готова постель на ящиках. Все стены и потолок обшиты простынями. Девушки и санитары лежат подряд на полу. Часть на печи. За окнами ветер. Пытается залезть зима. Под морозилом. Ни единого выстрела. От передка всего 2-3 километра. Мои подразделения все готовы к приему раненых. Но их пока нет. Поэтому я всех положил спать. Лишь я один не сплю, домой часовой с автоматом в руках охраняет мой дом. Днем нас здесь встретили разрывы снарядов. К этому мы привыкли. Пока снаряды ложатся рядом, а не в нас. Хорошо, что погода сегодня нелетная. А то здесь совсем весело. А жить хочется как никогда. Милый родной мой Олег и золотые ручки. Имея вас хочется вечно жить. Согласен. В воздухе самолеты. Уже не дадут написать тебе, родная, письмо, которое собираюсь целую пятидневку. Что-то настроение меланхолическое. Надеюсь, к концу письма настроение изменится. Весь день на душе кошки. Казалось бы, и не было времени для этого. А как хочется домой, к жене, дочкам. Пересмотрел в энный раз счетовые с дочками фото. И долго-долго на вас смотрел. На столе лежат мои. Что я сегодня посылаю тебе и дочкам. Увидеть войну изнутри помогают нам письма с фронта. Читая письма доктора Чебанова, можно ощутить его тоску по дому и грусть от невозможности встретиться с родными. А для тех, кто был в тылу, письма были самой главной и долгожданной весточкой с фронта. Их ждали все – и стар, и мама. 23 ноября 1943 года. Письмо с фронта золотой дочки Милочки от папы. Здравствуй, золотой Милок. Сильно скучаю по тебе, моя дочурка. Очень приятно папе смотреть на свою золотую дочку. А я смотрю на фото. Очень ты хорошо сфотографирована. У меня есть твои фото и в увеличенном виде. Мама прислала. Все говорят, очень хорошая, большая, точно папа. Милок, ты на кого похожа? На маму или на папу? Конечно, на папу, а именно на маму. Горжусь тобой, золотая дочка, и очень рад, что ты помогаешь маме работать. А еще больше радует, что ты хорошо готовишься к школе и уже имеешь книги. Золотой Милок, как пойдешь в школу, напишешь сама письма. Заключим с тобой договор учиться на отлично, чтобы получить второй орден. Хорошо, Милок? Очень хочу скорее приехать домой и жить с тобой, Инной и Инной. Надоело жить без дочек и мамы. Милок, мой родной, напиши мне, как тебя кормит бабушка пирогами. Не вряд ли мама. Ты ведь большая теперь и не шалишь. На чьей постели спишь? На маминой или на папиной? Спи на моей, хорошо? А на патефоне играешь? Нет? И есть ли новые игрушки хорошие? Когда приеду, привезу тебе хорошие часики и сумочку, и фонарик красивый с разноцветными стеклышками. Он сам дает. Ты будешь освещать свой уголок и постельку. А купим путевку и уедем вместе с мамой и Инной на юг, где много фруктов и всегда тепло. Хорошо, дочка, идет? Нет? Я воюю очень хорошо. Хорошо лечу и оперирую. У нас началась зима. Сегодня идет снег. У нас здесь весело. Стреляют пушки, пулеметы, минометы и бомбят самолеты. Но папа никогда не убьет, потому что у папы есть золотая дочка, и она ждет его домой скорее. Милок, посылаю тебе фотокарточку. Дай посмотреть и маме. А тут, знаешь, папу еще не забыла? Завтра еще сфотографируюсь и вскоре еще пришлю. Такие строки писал Иван Иванович своей дочери Миле. Иван Чебанов был награжден 2 орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны второй степени. После победы Иван Иванович еще целый год служил в медсанбате под Одессой. Был демобилизован лишь 28 сентября 1946 года. После возвращения Иван Иванович продолжил работать в больнице села Визинга, а затем в республиканской больнице в Сыктывкаре,
где создал и возглавил травматологическое отделение. Преподавал в Сыктывкарском медицинском училище. За успешную работу он был награжден орденами Ленина и знак почета. Удостоен почетного звания заслуженного врача РСФСР и Коми АССР. Его имя занесено в книгу трудовой славы Коми АССР. Присвоено звание «Почетный гражданин» города Сыктывкара. В клиниках Республики Коми и сейчас трудятся многочисленные ученики и последователи. А в городах и селах республики живут благодарные пациенты, не раз добрым словом поминающие своего врача. У меня много родственников, которые всегда с теплотой вспоминают об этом замечательном человеке, который сразу после окончания института приехал к нам в район. В частности, мой дядька был тогда еще маленьким мальчиком, он был 30-го года рождения, был он очень слабеньким, худеньким, недоношенным, и поэтому часто лечился у фельдшера у себя в Межадыре, а потом когда-то он очень сильно заболел, и его привезли в телеге сюда, и он попал к врачу Чебанову. Он буквально вытащил его с того света, и он чуть ли не считал его родным отцом. И когда вырос, он неоднократно к нему обращался уже в Сыктывкаре, именитому хирургу. Неоднократно у него лечился, оперировался, да и многие в районе считали его своим. Нам даже казалось, что он местный, потому что у нас много людей по фамилии почему-то только не Чебанов, а Чабанов. Иван Иванович любил природу и охоту, принимал активное участие в воспитании внуков. О войне вспоминать не любил, а если разговор о ней не заходил, старался перевести его на другую тему. Но тем не менее, регулярно встречался с однополчанами. Приглашаем рассказать об Иване Ивановиче, его однополчанах, ответственного секретаря Совета потомков ветеранов 28-й Невельской краснознаменной стрелковой дивизии Сергея Таскаева. Сколько раненых в битве Крутой, сколько их в тесноте Бетсамбата отнимали у смерти слепой люди в белых халатах. Вечна слава вам по плечу, ваши руки бессонны и святы. Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах. Это замечательная песня, да, вы знаете, люди в белых халатах. Да. Но на самом деле меня вот эта тема писем очень тронула, потому что я уже много лет занимаюсь историей 28-й Невельской краснознаменной стрелковой дивизии, и мы написали одну хорошую работу, посвященную Ивану Ивановичу, военно-врачу второго ранга. И эта работа у нас была сделана на основе документов Национального архива Республики Коми. Есть такой фонд 688, где мы нашли достаточное количество документов с тем, чтобы написать о нем работу. У нас были информанты. Я принес фотографию замечательного человека, Кониха Ивана Петровича, да, председателя Совета ветеранов нашей дивизии. Вот. Он был инициатором мемориальной доски, которую открыли 8 мая 1990 года на улице Ленина, 43. Наш поисковый отряд регулярно возлагает там цветочки 9 мая. Надо сказать, что мы нашли массу интересных фактов, да, из его жизни. Да, вот. Ну, например, в апреле 1942 года, когда они только прибыли на Калининский фронт, одним из первых раненых был сам Иван Иванович. Потому что их самбат, дивизионный самбат 134, он попал под обстрел.
и он был легко ранен в правую руку. Да. То есть вот такой, такой момент. Но два удивительных человека, Иван Иванович и Ольга Степановна, два великолепных врача. Да, Иван Иванович был хирургом, вот, это сложнейшая врачебная специальность, а Ольга Степановна работала в роддоме. Вот этот роддом напротив ЗАГСа в Сыктывкаре, да, она там работала очень-очень много лет. И вот Конюхов вспоминал, когда в июле 1994 года Иван Иванович ушел из жизни, а прощались с ним в Доме культуры «Металлист», да, сейчас этого «Металлиста» нет, там сейчас здание. Вы можете представить, что люди гроб с телом Ивана Ивановича несли на руках до городского кладбища, а это более километра. То есть вот насколько был авторитет у этого человека. Вот. Ну, надо сказать, что, завершая свое выступление, я хочу сказать, что вы молодцы, что вы сделали этот проект. Для меня, как человека, представляющего Совет ветеранов, Совет потомков ветеранов дивизии, это просто бальзам на сердце. Спасибо вам и тоже низкий поклон. Когда Ивана Ивановича не стало, в последний путь заслуженного врача провожали сотни сыктывкарцев. Семья долгие годы бережно хранит память об Иване Ивановиче. Его супруга Ольга Степановна сохранила письма, которые сегодня находятся у его внука Андрея Ивановича Якимова. Андрей Иванович принял решение передать архив фронтовых писем своего деда в Национальный музей, где уже хранятся ордена, медали и военные документы фронтового хирурга Ивана Чебанова. Мы приглашаем главного хранителя отдела фондов Национального музея Республики Коми принять этот бесценный дар. К сожалению, сам Андрей Иванович не смог присутствовать, поэтому в качестве его представителя. В Национальном музее хранится несколько сотен фронтовых писем. Конечно, все они очень разные. Есть написанные карандашом, есть чернилами, на почтовых карточках, некоторые на открытках, некоторые на бланках воинских писем. Но в основном это, конечно, фронтовые треугольники, которые мы бережно расправляем и уже храним в расправленном виде. Каждое письмо, как любой музейный предмет, у нас описывается, ставится номер. И на эти, конечно, письма тоже, это каждая будет единица хранения у нас, будет учтено по музейным правилам. Ну, конечно, по содержанию наши письма тоже очень разные, но в основном они адресованы, конечно, семье, родителям, детям. Некоторые письма написаны из госпиталя, некоторые из учебных каких-то частей. Ну, по содержанию тоже очень разные. Если от писем на коми языке, тоже у нас есть достаточно специалистов, мы их расшифровываем и также вписываем содержание. Вот у нас есть письма и Федорова Геннадия Александровича, из Юрова Ивана Васильевича, Елькина Василия Ивановича. И вот самое последнее фронтовое письмо, которое поступило в музей, это было буквально в прошлом году, поступило совершенно случайно, всего одно. Легенда у него такая. Письмо принадлежит Исакову Василию Алексеевичу. Было написано его жене, родным, Усть-Лунский район, деревня Заречная. И просто жители этой деревни, не имеющие отношения, даже они из Сыктывкара, не имеющие отношения к этой семье никакого, просто гуляли с детьми и зашли в заброшенный дом. Увидели папку, завернутую в ткань. А в этой папке оказалось это письмо, написанное карандашом на каком-то вырванном бланке бухгалтерском, ну, что было под рукой. Вот. И, видимо, это письмо было написано из какого-то военно-пересыльного пункта, но замазана география, ну, военной цензурой, видимо. Вот. Поэтому, конечно, в последние годы мало поступает писем, люди хранят дома. Ну, в общем-то,
Может быть, кто-то не хочет, а может быть, у кого-то уже нет. Поэтому это, конечно, огромная коллекция, уникальная, тем более такое содержание прекрасное, такие объемные, вообще необъемные по содержанию. Спасибо большое Национальной библиотеке. И вообще в прессе уже однажды прозвучало, что они были подарены музею. Ну вот, это действительно так. Спасибо большое. Спасибо большое. Уже сейчас оцифрованные и размещенные на сайте библиотека памяти Великой Победе посвящаются письма могут стать уникальным материалом для исследовательских работ школьников, студентов и, не сомневаемся, ученых. Ведь это подлинники, описывающие исторические события от первого лица, наступательные операции, боевые потери, победы, мысли и чувства человека на фронте. Сегодня о важности коллекции фронтовых писем как исследовательского источника расскажут кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран, старший научный сотрудник научно-образовательного центра памяти поколений Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина Федор Николаевич Иванов и кандидат исторических наук, доцент кафедры связи с общественностью и рекламы, старший научный сотрудник научно-образовательного центра памяти поколений Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина Владимир Альбертович Филимонов. Прошу. Для изучения истории определяющее значение имеют исторические источники. Среди них особое место занимают источники личного происхождения, мемуары, дневники, личная переписка. В данном случае мы имеем целый архив писем, тем более сохраненный полностью, за что необходимо выразить слова благодарности родным за то, что они сохранили, и участникам проекта за то, что они оцифровали и сделали возможным доступ к нему для всех. Именно вот такой целостный характер позволяет проследить день за днем то, как человек из мирной жизни вживался в жизнь военную, как он настраивался на это. Тут уже приводились примеры, я не буду повторять, но очень ценные такие детали, например, о той же полевой хирургии, о книгах, которые востребованы, об отношении к войне. И в данном случае вот эта информация имеет значение не сколько для изучения собственной войны, потому как Иван Иванович был офицером. Если посмотреть на те фронтовые его дела, в частности на наградные листы, он получал свои награды не только за то, что оперировал сутки напролет и возвращал в строй наших солдат, офицеров, но и за то, что он сумел хорошо организовать работу, уверенной ему части. Поэтому знал, что можно писать, а что нельзя. Но в данном случае просто видно отношение к событиям, точнее, если правильно сказать, в этом массиве содержится история войны, пропущенная через человека. То есть вот, то, как это он видел, как это оценивал. И в этом значимость данного источника по истории войны, по истории повседневности. Трудно что-либо добавить после всего сказанного, однако, вот, когда нам приходится заниматься таким проектом, как книга памяти, а, как вы сами понимаете, вот сегодняшняя презентация таким параллельным курсом идет и станет значимой частью нашей работы. Мы сегодня что-то напишем в своей тоже группе об этом. Но вот я хотел сказать о чем еще не говорилось сегодня, а это тоже очень важно. Занимаясь наполнением контента вот этого ресурса «Книга памяти», сразу стало понятно, что большое количество материалов приходится подгружать, только вербального, только словесного, текстового, который вносит разные изменения, но и визуального контента, то есть фотографии, сканы различных документов и так далее, и потом в том числе и письма. И мы выступаем, позиционируем себя прежде всего как такой депозитарий, как хранилище памяти. И хранение памяти, очень актуальная проблема, работу с таким хранением приводит к мысли, что это очень важная, необходимая работа, но совершенно недостаточно без
без одного такого момента. Это не только должно быть хранение, но и обязательно трансляция. Как вот здесь. Если нет трансляции, то это хранение так и будет мертвым грузом лежать и не будет не выполнять свою функцию главную. И вот то, что сделала библиотека, показала нам, каким образом организовывать этот контент. Мы сделаем ссылочку себе, с вашего позволения, на эту коллекцию. Мы используем материал, активно подгружаем, и Чебанов у нас хорошо представлен в этой книге памяти. При этом всегда ощущение, что сделано недостаточно, потому что работа с исторической памятью, она не имеет конца, она все время будет добавлять новые знания, новые материалы, и здесь мы как раз столкнулись с таким очень хорошим исполнением, которое можно показывать в качестве художественного пособия, как организовывать историческую память и как ее транслировать. Большое спасибо. Спасибо за действительно теплые слова. За 3 месяца реализации проекта мы проделали большую работу по изучению собрания писем. Благодаря им мы рассказали вам сегодня фронтовую биографию Ивана Чебанова. Именно письма Ивана Ивановича стали основой наших встреч с учащимися средних профессиональных учебных заведений, среди которых агропромышленный техникум, медицинский колледж, колледж сервиса и связи и колледж культуры. Студенты услышали отрывки из тех писем с фронта, научились искать информацию о своих прадедах в открытых базах Министерства обороны и на нашем сайте «Библиотека памяти», на котором размещены биографические справки и фотографии фронтовиков, газетные публикации, копии наградных документов, благодарности командования, покоренки и письма с фронта. Сегодня все желающие могут установить судьбу бойца из вашей семьи, узнать, в какой части он служил, какой боевой путь прошел. В этом поможет наша книжная выставка «Судьба солдата», где представлена справочная литература. Письма военных лет. Теперь они стали семейными реликвиями. В рамку бы их, да на стену. На самое видное место. Читайте, молодые. Помните и гордитесь вашими дедами, а может и прадедами. Прошли ведь не то что годы, многие десятилетия. Письма с фронта должны жить. Жить в семьях как память и гордость фамильная. Жить в оцифрованном виде в сети пусть все читают. Пусть это будет маленькой частичкой неоплатного долга живых перед павшими, благодарных потомков перед теми, кто сохранил для них честь и достоинство страны, народа. Уважаемые гости, если у вас есть желание высказаться, поделиться впечатлениями, мыслями какими-то своими, приглашаю вас на сцену микрофона. Дмитрий Валентинович, прошу. Пересаживаю тот человек, которому попали эти письма изначально. Значит, я посчитал важным обязательно выйти и сказать, что вот почему. Почему письма попали к нам. У нас есть проект, есть сейчас проект «Письма 20 века». Увы, эпистолярный жанр умер. Ну вот все, не пишут письма на бумаге, не пишут и все. Это катастрофа. А письма 20 века, хоть из 70-х, хоть 80-х, хоть 40-е, хоть начало 20 века, они лежат. Они просто лежат. Вы не поверите, за последнее время, вот в Национальном музее сказали, что в прошлом году сдали одно письмо. Мы вам лично принесли как минимум 5 писем. Я директору передавал, бывшего, кто до этого был директором, я лично передавал письма. Так что мы договорились с Национальным музеем, к нам попадают письма, мы вам обязательно приносим. Мы все, что делаем, но также с Чебановым эти письма принесли, ситуация была такая. На улице Игоря Бабракова, член нашей организации, поймала дочка Чебанова и сказала: вот письма, что делать? Вот, Игорь сказал: так вот у нас же есть письма 20 века, приносите любые письма за 20 век, приносите, мы их отсканируем, мы передадим в Национальный музей, потому что это лучшее место сохранения, погибнет же все. И, она принесла нам вот эту коробку, всех этих писем. Мы эту коробку
коробку, я сидел, эту коробку разбирал полностью. Вот это 2 папочки, это мы уже разобрали, по годам расставили полностью. А там очень сложно было это делать. Почему? Во-первых, очень многие письма не датированы. И мне пришлось взять всю историю Невельской дивизии и сверять географически, где какие годы, хоть примерно, хоть что-то попадало. Сверять по этим вырванным листочкам, потому что он же то из блокнота, то еще откуда. Смотрю примерно, или сверяться по этим самым, по чернилам, которые писал. Смотрю письма примерно одного периода, одни и те же чернила пишет. И вот в конечном итоге удалось сложить вот в этот огромный пласт вот все эти письма. И мы, собственно говоря, когда все это уложили, назад вернули, показали это семье, чего нам рассказали, вот, ну, как? Вот, мы национальный музей передадим? Они так посмотрели и сказали, что-то классное вообще, так классно стало. Давайте-ка мы их возьмем назад. Национальный музей ждет очень ваши письма, очень ждет ваши письма. И вот я сегодня увидел, как вам передали, я говорю, ура, наконец-то пришли эти письма туда, куда они должны. Вот, поэтому это очень здорово, но я почему сюда на сцену обязательно посчитал нужно выйти. Пожалуйста, находите письма, берите письма, несите их, хоть в Национальный музей, хоть нам. Мы приведем в порядок, отсканируем, передадим в Национальный музей. Мы берем на себя часть этой работы, ребята, наши волонтеры обязательно это сделают. Мы обязательно проинформируем национальную библиотеку, потому что это потрясающая вещь. Вот эта расшифровка, культура расшифровки, это сильнейшая культура. Если мы этот институт запустим, культура расшифровки очень сложных писем, это действительно может многое изменить, потому что это реальный институт, целый институт памяти. Поэтому несите это письмо, не позволяйте умирать письмам, не только военным. 50-х, 60-х годов, ребятам из Афганистана, ребятам, которые прошли горячие точки, да неважно, хоть из пионерских лагерей, любые письма, не дадим умереть истории 20 века, потому что она реально в письмах. И вот сейчас у нас организуется несколько экспедиций, мы лазим по полуразвалившимся домам в Сыктывкаре. Вы не поверите, что мы находим? Письма, открытки. А недавно нашли потрясающую фотографию, редчайшую фотографию, когда сносили на центральной площади главпочтамт и начинали строить новый. Вот там же еще и памятник вот этим 1919 года, ну, бойцам погибшим в 19 году, тоже переносили. И вот есть фотографии, где стоят за их спины вот этот забор и вот этот уже разваливающийся старый главпочтамт. Понимаете, такой фотографии нет нигде. А вот мы нашли в одном доме вот буквально разваливающийся дом. Поэтому это гибнет, и только на нас лежит, обыкновенных людях, лежит ответственность собирать это, использовать и вот доводить до этого состояния. А это уже достояние республики. Это достояние. Спасибо. Еще кто-нибудь, если желающий выступить? Спасибо, Игорь Валентинович. Да, еще. Друзья, я понимаю, не все готовы подняться на сцену, но если вы хотите все-таки что-то рассказать и об этом проекте, и о нашей сегодняшней встрече, у нас есть книга отзывов, вот там она лежит, будет нам интересно прочитать ваши мысли по этому поводу. Да. Реализация нашего проекта продолжается. На сегодняшний день расшифровано порядка 20 писем из более чем 200. Нам по-прежнему нужна помощь волонтеров, и мы будем рады, если кто-то из вас или ваших друзей, родных, товарищей захочет присоединиться к этому проекту и помочь нам в расшифровке этих писем. Ну а мы хотим сказать слова благодарности всем тем, кто принял участие в реализации нашего проекта и подготовке сегодняшней презентации. Коми Республиканскому колледжу культуры имени Вениамина Чисталева и его студентам за аудиоозвучку писем Ивана Чебанова. Национальному музею Республики Коми, Коми Республиканской клинической больнице, Сысольской центральной районной больнице и Музею истории и культуры Сысольского района за предоставленные фотографии и копии документов Ивана Чебанова. Молодежному центру города Сыктывкара и Сыктывкарскому медицинскому колледжу за предоставление площадок для проведения тематического мероприятия «Письма с фронта». Сысольской межпоселенческой централизованной библиотечной системе за организацию видеосъемки памятных мест и помощь в сборе материалов об Иване Чебанове. И, конечно же, нам хочется сказать слова благодарности внуку Ивана Ивановича, Андрею Ивановичу Якимову за предоставленные документы. На этом наша презентация завершается. Мы благодарим вас за внимание.
надеемся на новые встречи. И хотим сказать, что я озвучил, что есть выставка одна, где вы сможете поискать своих родных, участвующих в войне. А также у нас в фойе второго этажа есть выставка, посвященная конкретно Ивану Чебанову, где вы можете ознакомиться с материалами и подчеркнуть что-то для себя новое о нем. Спасибо вам. Спасибо. Также мы можем, если есть желание, сфотографироваться всем вместе.